В музее первого президента состоялось открытие выставки «Энергия будущего». В Астане состоялась премьера кинокартины режиссера Талгата Теменова. В Центральном государственном музее Республики Казахстан открылась выставка под интригующим названием «Чего хотят женщины?». Подробности в нашем сюжете. Постановка по произведению Чингиза Айтматова перенесла столичную публику к подножию Тянь-Шаня. Подробнее в нашем сюжете. В музее первого президента состоялось открытие выставок «Встречаем энергию будущего». Одним из направлений экспозиции стали музыкальные инструменты, которые когда-то были подарены Нурсултану Назарбаеву лидерами разных стран. Выставка «Музыкальные инструменты» широкой публике была представлена впервые. Тут можно увидеть как казахские традиционные кобыс и дамбру, так и большое разнообразие инструментов разных народов. Я с любовью еще раз прикоснулась к нашему национальному инструменту дамбре. И, конечно, была удивлена разнообразием инструментов различных стран – Турции, Египта, Японии. «Шедевры Великой степи» – такое название носит выставка, где представлены работы казахстанских мастеров. Тут и декоративно-прикладное искусство, изобилие ювелирных украшений из серебра, предметы быта и конского снаряжения из кожи и войлока, а также сувенирной композиции. В этой выставке мы хотим показать мир и быт нашего народа, нашу культуру, нашу природу. Основываясь на нашей традиции, мы должны идти в будущее. Поэтому выставка и носит такое название. Особое место среди экспонатов заняли художественные произведения признанных отечественных мастеров, среди которых ранние работы Гульмиры Тельгазиевой. Помимо музеев, ее картины можно встретить в частных коллекциях Германии, Англии, Турции, Китая, Италии, Польши, Югославии. За плечами автора множества международных выставок, а ее вдохновением является сама природа, которая так богата и разнообразна своими образами. Экспозиция посвящена предстоящей выставке «Экспо-2017». Как отмечают организаторы, гости, которые приехали в Казахстан впервые, посетив ее, смогут прикоснуться к нашей культуре. Кстати, продлится она до 31 августа. Альфия Хайдарова, Культвояж, Астана. В Астане премьера. Свою кинокартину представляет режиссер Талгат Теменов. Ее название «Бибол». Фильм – это истории 6-летнего детдомовца и 70-летнего музыканта Касымхана. Их случайного знакомства, переросшего в большую дружбу. Сценарий к ленте Талгат Теменов написал сам несколько лет назад. Эта история в каком-то роде не только посвящается детям, это посвящается современному, как сказать, сложному миру, когда есть у нас брошенные старики, брошенные дети. Но я так думаю, это будет, картина не будет оставаться бесследно, потому что эта картина затрагивает каждую душу. Режиссер отмечает, маленького мальчика на роль главного героя искали долго. Отсмотрели порядка 2000 юных талантов, в итоге утвердили 5-летнего Ануара Толиугажи. Это его первая работа в кино, мальчик не скрывает, роль в фильме далась ему непросто. Мне было тяжело, потому что я тогда на русском учился, я казахский немножко подзабыл, и пришлось учиться. Бибол – это мальчик, который потерялся. Его мама в детдом отдала. Бибол, мне нравится Бибол тем, что он не растерялся, когда он один остался. Заслуженный деятель Казахстана Толиубек Аралбай исполнил главную роль музыканта Касымхана. На счету у актера множество ролей. Признается, тема одиночества, которая затрагивается в картине, ему очень близка. О работе с Ануаром Толиугажи отзывается с теплотой. Отмечая, что в отличие от профессиональных актеров, которые знают, как изображать те или иные эмоции, мальчик жил на съемочной площадке. Конечно, режиссер, он величайший детский психолог. Чтобы снимать фильмы такие с участием маленьких детей, это нужно режиссеру быть психологом, детским психологом. Есть эмоциональные моменты. Что-то нужно делать. Где-то он кричит, где-то он плачет. Вот это нужно
внутреннее состояние ребенка подготовить. Съемки фильма проходили в Астане и в Боровом. Отсняли картину за рекордно короткие сроки, всего 19 дней. Бюджет составил 75 миллионов тенге. В прокат новое творение Тименова выходит в сентябре этого года. Чего хочет женщина? Этим вопросом человечество задавалось во все времена, и сегодня на него попробуют ответить алматинские художницы. Приглашаем вас на открытие их выставки. На выставке «Чего хочет женщина» представлены новые картины Индиры Бобро-Бадамбаевой, серия космических балерин, цветочные натюрморты, прекрасные женские портреты, а также более 70 работ ее учеников – Ирины Поповой, Тамары Ли, Нелли Киливник, Натальи Гуриной, Светланы Трошиной, Людмилы Кан и Асель Айткожиной. Тема вернисажа выбрана не случайно. Мы все захотели ответить, по-настоящему ответить на этот вопрос, чего хочет женщина, потому что у нас есть этот ответ. Женщина хочет любви, женщина хочет красоты, хочет быть понятой, хочет быть услышанной, хочет творить, хочет путешествовать, хочет, чтобы был мир во всем мире. За последние 2 года Индира создала свою студию изобразительного искусства, где по уникальной авторской программе обучает специфике художественного мастерства и делится своим опытом. Ее программа не имеет аналогов. Практические уроки успешно сочетаются с лекциями об искусстве и погружением в творчество. Теперь ее недавние ученики могут гордо называть себя художниками и демонстрировать свои творения широкой публике. Я даже не думала, что я когда-то приду к этому. У меня была мечта научиться и попробовать писать. И вот попробовала. 1,5 года я занимаюсь в студии Индира. И подготовила 6 работ, которые здесь я выставила. Вдохновляет, да, это природа. Поэтому я люблю пейзажи, море, леса. Не знаю, вот именно уютные уголки мира, да, где нам комфортно, и мы чувствуем себя уютно. Индира – член Союза художников Казахстана, соавтор романа «Далматинцы», магистр живописи и преподаватель. Посетителям музея ее творчество известно, так как она неоднократно проводила здесь свои персональные выставки. Эта яркая масштабная выставка продлится до 15 июня. Не упустите возможность посетить ее. Арина Курьянова, Культвояж, Алматы. Спектакль о случайно вспыхнувших чувствах, любви и верности. Спустя 10 лет известный режиссер Талгат Тименов представляет публике обновленную версию постановки «Тополек мой в красной косынке». Трогательную историю любви Ильяса и Асель ставили во многих театрах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других республик. Ее несколько раз экранизировали, в том числе в Турции, с участием известной актрисы Тюркан Шорай. К произведению Чингиза Айтматова 10 лет назад обращался и режиссер Талгат Тименов. В этом году художественный руководитель театра имени Калибека Куанышбаева решил вернуть постановку на сцену. Это вечная тема, тема любви, доброты, предательства и становления человека. Вот его главная тема, где бы он ни находился, он всегда воспевает, как сохранить человеческое лицо, как сохранить человеческое достоинство, независимо от времени, независимо от ситуации, как оставаться человеком. Это великий Айтматов всегда воспевал эту тему. Мы тоже продолжаем эту тему, как бы оставаться человеком. Случайная встреча становится началом искренних чувств между доброй и отзывчивой Асель и Ильясом, обладающим горячим и противоречивым характером. Девушка разрывает связь с родными ради любимого человека. Главный герой, не способный ценить свое счастье, ломается при появлении первых трудностей и разрушает семью, оставляя Асель одну с ребенком. В моем опыте 5-летнего стажа в театре я сыграла не одну такую наивную влюбленную девушку, так что именно в этом материале это такая слепая вера. Вот это, наверное, самое главное было. По отношению к своему любимому человеку, чтобы не ранить. Возможно, он делает неправильно. Всего лишь один раз она позволяет себе ему как-то колко ответить, но при этом же угрызение совести за этот свой поступок она испытывает еще больше. Судьба ставит Асель перед выбором. Совершивший ошибку Ильяс отчаивается и не может найти смысла в жизни. Вместе с любовью и семьей он теряет надежду на лучшее будущее. Уже этой осенью столичная труппа отправится на международный фестиваль. С постановкой по произведению Чингиза Айтматова театр пригласили в Кыргызстан. Мадина Алданова, Культвояж, Астана.